Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас всех видеть. Добрый день, наверное, слишком громко звучит, потому что добрые дни для кыргызской журналистики давно миновали. Последние 2 года мы, журналисты, профессиональное сообщество, ощущаем уже системное давление на средства массовой информации. Если раньше это давление носило точечный характер, когда отдельные лица, облаченные властью, в том числе президент, подавали в СМИ, подавали в суд многомиллионные иски на СМИ, то сейчас мы видим, что это носит системный характер. Началось это все с поправок в Конституцию, с радикального изменения, вернее, Конституции. И далее понеслось принятие новых законов. В первую очередь закон о недостоверной информации, мы видели, как его принимали. И сейчас закон о СМИ. То, с чем мы столкнулись сейчас, это вообще чудовищная инициатива. Я хотел бы подчеркнуть, что вот эти все инициативы, все эти законы и системное давление на СМИ в первую очередь направлены против профессиональной журналистики. Не против тех блогеров и отдельных пользователей соцсетей, которые пишут гадости в Фейсбуке, в Твиттере и так далее. Они направлены против профессиональной журналистики, которая сейчас является флагманом СМИ в Кыргызстане. Мы видели, как принимался этот законопроект о СМИ. Я сам являюсь членом рабочей группы по разработке этого закона. Началось с того, что это был плагиат с российского законопроекта. Потом его начали изменять. Потом устроили ширму в виде создания рабочей группы и попытались создать видимость общественного обсуждения. Видимость участия медиасектора, профессиональных журналистов в разработке этого закона. Сейчас уже говорил предыдущий докладчик, как принимался, как работала рабочая группа, как ей давали или не давали, вернее, работать. И не давали обсуждать постатейно этот законопроект. В итоге рабочую группу поставили перед фактом, в последний день передав ей последний 5-й вариант законопроекта, который мы вообще не узнали, и который по заключению Института медиаполиси и медиаэкспертов оказался самым худшим. Обсудить его нам не дали. И передали, в последний день работы рабочей группы, передали этот законопроект на общественное обсуждение в Джугурку-Кенеш. Вся рабочая группа, все члены рабочей группы отказались от авторства этого законопроекта. Это нужно подчеркнуть, и это нужно понимать. Теперь у меня вопрос к властям, к чиновникам, к депутатам Джугурку-Кенеша, депутатам местных Кенешей. Как вы собираетесь жить дальше? И в каком информационном пузыре вы собираетесь жить? Дело в том, что если будет принят этот закон, то, во-первых, часть средств массовой информации профессиональных отпадет сразу, потому что не пройдут перерегистрацию, вернее, им не дадут это сделать, мы это понимаем. Второе, оставшиеся СМИ профессиональные, там начнется такая самоцензура внутренняя, что никто из журналистов больше не будет писать ту правду, которую он пишет сейчас, и ту информацию, которую он знает сейчас. Никто не будет писать. Вы в каком информационном пузыре собираетесь жить? Дальше. Вы сейчас, когда у вас начинается рабочий день, вы какие средства массовой информации читаете? Какие сайты вы открываете? Азатык, вернее, Азатык вы уже не открываете, потому что его уже заблокировали. Кактус Медиа вы открываете, 24 KG открываете, Клоп, Фактчек, Булак, Апрель и так далее. Сайты профессиональных СМИ. Никто из вас не начинает рабочий день с сайта Кабара, чтобы понять, что происходит в стране. Вы все сейчас хорошо понимаете, что происходит в стране. И понимаете вы это благодаря профессиональным средствам массовой информации. Вы принимаете решения на основании того, что пишут профессиональные средства массовой информации. Более или менее адекватные иногда решения принимаете. Более или менее, не всегда. Но вы понимаете, что происходит в стране. Когда начнется самоцензура внутри СМИ после принятия этого закона, а она начнется, это точно, и когда закроются отдельные СМИ, вы начнете жить и принимать решения на основании сайта Кабара или КТРК, или на основании того, что пишут отдельные блогеры. Вы не сможете, этот закон не сможет противостоять слухам, не сможет противостоять сплетням и клевете, которая льется на вас из страниц соцсетей. Этот закон не про это. Этот закон про то, чтобы убить профессиональные СМИ, профессиональную журналистику. Вы хотите добиться ответственности от профессиональной журналистики. Это благое намерение. Да, свобода слова подразумевает ответственность слова. Но профессиональные журналисты
и никто из здесь присутствующих не даст мне соврать, постоянно работают над улучшением своего профессионализма. Средства массовой информации в Кыргызстане профессиональные становятся лучше, они становятся менее аффилированы политически. И пример апреля этому доказательство, того же апреля. Мы перестаем быть аффилированными, мы становимся независимыми, беспристрастными, мы постоянно работаем над собой, нам для этого не нужны законы. Мы учимся. Даже те, кто признан суперпрофессионалом, продолжают учиться. И мы это все видим, и мы все участвуем в этом обучении. Нам для этого не нужны законы. Но если вы этот закон примете, все это остановится. И вы получите непрофессиональную журналистику. Я сейчас не говорю про КТР, я не говорю про Кабар. Вы получите блогеров. Вы уже видели, помните инцидент в Аше, когда съемочная группа вломилась в один из ресторанов? Что из этого получилось? Как они преподнесли эту информацию? Началось разжигание межнациональной розни. Это работа блогеров. Вы это получите. Потому что освободившуюся нишу займут они. И они будут вам диктовать, как вам жить. И я хочу еще напомнить тем, кто забыл из чиновников, что происходило во времена пандемии коронавируса. Кто мобилизовал общество, кто мобилизовывал и координировал действия волонтеров во время Черного июля. Профессиональные независимые средства массовой информации, которые сейчас убивают. Они этим занимались, они вытащили тогда страну, они вытаскивали тогда. Они помогали врачам, они координировали волонтеров, они координировали гумпомощь. Кто занимался развеиванием фейков во время вторжения в нашу страну? Таджикских силовиков. Фейков была масса, Кыргызстан обвиняли во вторжении. На Кыргызстан посыпались обвинения. Кто занимался развенчиванием этих фейков? Кто противостоял этим информационным угрозам? Кто в итоге привел к тому, что мы не проиграли информационную войну? Это профессиональные журналисты. Это те журналисты, руководители которых сейчас являются членами этой рабочей группы. Те, кого вы читаете каждое утро. Они это все остановили, они всему этому противостояли. Вы понимаете, что сейчас этот закон о СМИ – это угроза национальной безопасности Кыргызстана в конечном счете? У меня в этой связи, я заканчиваю, такие предложения, что, во-первых, президенту Кыргызстана необходимо адекватно посмотреть на ситуацию, а для того, чтобы адекватно на нее посмотреть, нужно провести встречу не со своими блогерами, которые пишут хвалебные оды и которые занимаются очернением нас в соцсетях, а с членами рабочей группы, с медиасообществом, провести конструктивный диалог, потому что профессиональные СМИ готовы к конструктивному диалогу. Они готовы общаться, они готовы помогать стране, они готовы содействовать в том, чтобы информация шла на пользу государству. Поэтому президенту Кыргызстана необходимо провести ту встречу, о которой мы давно просим. Второе, нужно приостановить общественное обсуждение этого законопроекта о СМИ на текущий момент, потому что это не имеет никакого смысла. Все члены рабочей группы против этого законопроекта, и никто его не поддержал. Третье, направить этот законопроект о СМИ на рассмотрение Венецианской комиссии и получить экспертизу. Как обещал глава рабочей группы Мурат Укушев, вы его знаете. Он это обещал на первом заседании. Последнее предложение. Если эта экспертиза даст негативное заключение по законопроекту о СМИ, отозвать его полностью и начать разработку нового законопроекта о СМИ. Снова создать рабочую группу, разработать адекватный регламент работы этой рабочей группы, а не такой, как был, и пересмотреть. Пусть на это уйдет еще полгода или даже год, но это будет нормальный, грамотный закон. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Урматтуу кесиптештер, байкадыңыздар, бизде баяндамачылар ошол жумушчу топтун мүчөлөрү. Жумушчу топ. Бул расмий түрдө түзүлгөн жумушчу топ.
Чтоб не подумали, что выступающие исключительно там преследуют свои какие-то там корыстные цели. Они именно являются членами этой рабочей группы. Рабочей группы, которая официально сформирована, чтобы разрабатывали новый проект закона о средствах массовой информации.